Добрый день, дорогие наши читатели, гости и жители Намского улуса. Разрешите от имени Намской библиотеки поздравить всех вас с наступающим новым 2024 годом. Напоминаем, что длинные вас ждут выходные, а чтобы провести эти длинные выходные с пользой и с интересом, мы предлагаем вам подборку наших книг. Итак, первую книгу, которую я очень хочу и советую вам прочитать, это книга Лори Нельсона Спилман «Список заветных желаний». Вот эта книга очень интересна тем, что она очень жизненная. Здесь рассказывается о том, что девочка, ну не девочка, а девушка теряет свою маму, а мама в свое время до своей смерти, во время своей болезни, пишет своей дочери письма. Это список заветных желаний. И этот список желаний мама оставляет для того, чтобы она не так страшно и не так больно пережила смерть своей мамы. А для любительниц романтических и любовных историй мы бы хотели порекомендовать книгу «Мечтая о Флоренции». Эта книга рассказывает вам о том, что вы можете посетить Флоренцию даже из своего дома. История очень красочная и рассказывает о прекрасной любовных отношениях об учительнице и ее коллеге, который по истечении времени уезжает к себе на родину, а она по зову сердца отправляется за своим принцем. Следующую книгу, которую я бы хотела порекомендовать, это «Подпольные девочки Кабула. История афганок, которые живут в мужском обличии». Эта книга, правда, очень тяжелая, но очень познавательная. Всем известно, что девочки Кабула в Афганистане выдаются замуж в возрасте уже с 9 лет. И чтобы спасти своих дочерей, матери и отцы их облачают в мужскую одежду, им застригают волосы и так далее, потому что они не хотят выдавать замуж своих дочерей в 9-летнем возрасте. Следующая книга, которую я бы хотела порекомендовать, это книга «Невеста по фотографии». Это реальная история 3 корейских девушек, которые отправляются на Гавайи замуж, увидев единожды фотографии своих будущих мужей. Но, что удивительно, их там ждет неизвестность. Как оказалось, один из женихов на 30 лет старше, чем на фотографии. А один из них пьяница, а один из них совсем безработный мужчина. И как же быть? Как же быть и как же дальше жить? Об этом рассказывается в этой книге. Вы узнаете все сами, это прочитав. А для любителей детективов я могу порекомендовать книгу Джона Харта «Последний ребенок». В этой книге рассказывается история об одном мальчике, который однажды теряет свою сестру-близнеца. А эта книга Лена Сокол, автор, Кей и Джемма. Основана на реальных событиях. Все имена изменены, всякое совпадение с реальными лицами случайно. Это история любви о дочке мэра и о простом парне, который был хулиганом. А для наших подростков у нас есть очень интересная подборка японских книг. Например, книга Мамору Хосода «Мирай из будущего». Следующая книга японского автора Хиро Фудзивара «Староста горничная», которая издается в стиле манга, и всего у нас 9 серий. Вы можете прочитать их очень легко, они идут как комиксы, манги, задом наперед. Помимо всех рекомендованных мною вам книг, у нас еще есть множество разных книг на любой вкус. Приходите и возьмите себе свою книгу.